Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. День поэзии на родине Баграта Шинкуба. В Абхазии отмечали Международный день поэзии. Фальшивка в кошельке. Как не стать жертвой обмана. Специальный репортаж программы. Сегодня, 21 марта, день рождения президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, который глава государства провел на рабочем месте. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: «Тепло вспоминаю нашу декабрьскую встречу в Москве. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и плодотворную совместную работу по укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией». Президента Рауля Хаджимба с днем рождения поздравили председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ВРИО главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев, политсовет политических партий Апсна и Демократическая Абхазия, партия Форум народного единства Абхазии, ветеранская организация АРУА, другие общественные организации и объединения, государственные, политические и общественные деятели Абхазии и России. В поздравлении движения матери Абхазии за мир и социальную справедливость в частности отмечается: вы являетесь достойным сыном Отечества и ветераном войны, а для нас, матерей, это особенно ценно. Перспектива создания Совета экспортеров при Министерстве экономики и Ассоциации экспортеров Республики Абхазия обсуждалась на совещании с экспортерами Абхазии, которое провел сегодня министр экономики Адгур Ардзинба. Как отметил министр, поддержка экспорта является одним из наиболее приоритетных направлений государственной экономической политики и уведомил предпринимателей о начале реализации программы поддержки и стимулирования экспорта, разработанной ведомством. Рассказал о других инициативах Министерства экономики, направленных на облегчение условий ведения внешнеторговой деятельности для абхазских производителей. Перспектива создания Совета и Ассоциации экспортеров для более эффективного взаимодействия власти и бизнеса была позитивно воспринята предпринимателями. В ходе совещания предприниматели сообщили о проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются в ходе внешнеторговой деятельности. Были обозначены конкретные проблемы, которые Министерство экономики будет поэтапно решать. Подразделение госкомпании Апснергылара «Абхазберегозащита» приступило к восстановлению моста Тхуарчали. Работы начаты в связи с поручением премьер-министра Беслана Барцыц в ходе его визита в Скворчалский район 9 марта текущего года. Работы ведутся за счет средств бюджета Республики Абхазия. Напомним, что часть моста, связывающего поселок с остальной частью города, обрушился во время стихии летом прошлого года. К нам в редакцию обратились жители столицы с информацией о том, что в последнее время увеличилось количество фактов обнаружения фальшивых денежных знаков. Наши корреспонденты выяснили, как обезопасить себя от фальшивых денежных купюр и что делать, если все же вам попалась фальшивка. Смотрите специальный репортаж Ренаты Шакая. Сбыт поддельных денежных купюр происходит на рынках, предприятиях розничной торговли, крупных торговых точках, непосредственно при совершении сделок с населением. Многие фальшивые купюры отличаются от подлинных даже невооруженным глазом. Мягкая или слишком глянцевая бумага, расплывающийся рисунок, отсутствие водяного знака, рельефного изображения, осыпающаяся голограмма. Эти признаки указывают на то, что перед вами не деньги, а фантики. Чтобы не допустить реализацию фальшивых денег, индивидуальные предприниматели стали использовать в своих торговых точках специальное оборудование для проверки банкнот на подлинность. За 3 года нашей работы в магазине у нас товарооборот очень хороший, мы не жалуемся. Не было ни одного случая того, чтобы попались фальшивые деньги. У нас есть аппарат для проверки фальшивых денег. Кассирша при получении денег постоянно, когда идут особенно крупные денежные купюры, она проверяет. Но никогда не было такого, чтобы у нас попалось. И претензий, в принципе, от покупателей тоже никогда не было, что мы им какую-то дали фальшивую какую-то купюру или что-то. В этом отношении у нас все налажено, и, думаю, дальше мы будем также работать. При получении бумажных денег в торговых точках необходимо обратить внимание на некоторые признаки, по которым можно определить, является ли купюра подлинной. Потертость и рыхлость бумаги, отсутствие водяных знаков, нечеткость нанесенного на купюру рисунка – все это признаки подделки. Кроме того, при смачивании, трении фальшивой купюры в области герба и серийного номера краситель рассыпается. Раньше нам лет
5 назад попадались постоянно. Такие вот тысячные в основном шли. 5000-е тоже случались. Но конфликта у нас не было с теми, кто их приносил. Не было такого, что... Это было давно. Последний год мы не сталкивались вообще с этим. И нам не приносили. И у нас, когда мы где-то оплачиваем что-то, тоже никто не отказывал. И даже если через банк отдаем деньги, тоже нам ни разу этого не вернули. А вот что касается городских аптек, то по свидетельству фармацевтов фальшивые деньги здесь не редкость. Чем крупнее купюра, тем сложнее ее распознать. Но после того, как руководство аптеки приобрело специальную аппаратуру, проблема была исчерпана. К любому из нас могут попасть фальшивые деньги. Чтобы не пустить подделку в кошелек, нужно проверять каждую полученную купюру. Настоящие билеты Банка России имеют целый ряд защитных признаков. Вот на сегодняшний день вот на таких машинках в Национальном банке мы пересчитываем деньги. Вот посмотрите, пожалуйста, как они выглядят. Сейчас я вам продемонстрирую, как они считают денежки. Он двухкарманник. Вот какие-то сомнительные купюры, если попадаются, он откладывает в верхний карман. Затем кассир уже вот эти купюры тщательно исследует. У нас есть вот еще детекторы. И на ощупь, на просвет, через детекторы все это проверяется. Пожалуйста, смотрите. Потоньше. О чем сейчас говорит аппарат? Насколько... Этот аппарат проверяет, значит, ультрафиолет, инфракрасные точки, магнитные свойства банкноты. И вот здесь, вот видите, вот сейчас вот это то, что вот на 500-рублевых купюрах при ультрафиолете именно вот эти метки должны быть видны. Вот специальная комната для клиентов. Здесь у нас клиенты получают деньги в расходной кассе, затем они пересчитывают. Здесь у нас стоят счетные машинки, на которых они пересчитывают, сверяют сумму свою с чеком и уже отсюда выносят свои деньги. Те деньги, которые поступают как в Национальный банк, так и в коммерческие банки, они проходят, естественно, проверку. У нас на сегодняшний день есть необходимая техника для того, чтобы проверить подлинность банкноты. И затем формируются эти купюры, как нужно, в пачки, и выдаются потом уже нашим клиентам. Техника уже последние 6-7 лет у нас хорошая техника, которая несколько видов проверяет подлинности. И, естественно, кассиры сами тоже обучены, они не могут принять в кассу. Представители силовых структур говорят, что фальшивый рубль на территории Абхазии попадает из России, а вот фальшивая американская и европейская валюта с восточной границы. Между тем, как говорят специалисты, непосредственно на границе очень сложно обнаружить и изъять фальшивые купюры. При обнаружении у себя поддельных денег ни в коем случае не пытайтесь передать ее другому человеку, говорят правоохранители. Необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение милиции. Возможно, благодаря вашей помощи будет раскрыто такое тяжкое преступление, как фальшивомонетчество. На территории Республики Абхазия обращение граждан в силовые структуры, в частности в подразделения Министерства внутренних дел, по фактам распространения фальшивых денег обращений не было. Были единичные случаи, когда сотрудниками оперативных подразделений устанавливались факты, где обнаруживались данные фальшивые купюры, однако такого массового распространения по территории Республики Абхазия не было. В случае установления распространителя данных фальшивых купюр это лицо задерживается, составляется соответствующий материал, который в последующем направляется в следственные подразделения для принятия решения по возбуждению уголовного дела. Самое главное, не надо забывать, что преступления, которые связаны с производством и распространением фальшивых денежных купюр, относятся к категории тяжких преступлений и караются лишением свободы на длительные сроки. Рената Шакая, Саида Гухава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Начал работу пресс-центр абхазского телевидения. Первыми его гостями стали члены Центральной избирательной комиссии. Основная тема – второй тур выборов в парламент Абхазии. Председатель ЦИК Томас Гоги отметил, что Центр избирком готовится к ним тщательно. Будут учтены все замечания и по поводу испорченных бюллетеней, сказал Гоги. Также члены ЦИК проинформировали журналистов о том, что во втором туре победившим считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов от общего числа принявших участие в голосовании. По информации представителей Центральной избирательной комиссии, повторные выборы назначены в 17-м избирательном округе. Они состоятся 14 мая текущего года. Это второй тур избирательной кампании, той, которая была определена 12 марта. То есть все подготовительные работы, календарный план, который был разработан до окончания первого тура, он был выполнен в полном объеме, и сейчас у нас разработан уже в рамках этого календарного плана мы подготовлены, мы готовимся, работаем, и основные пункты, позиции, которые должны были проработать должна была Центральная избирательная комиссия и остальные комиссии, ниже стоящие, это окружные, участковые, все проработаны, отработаны. Мы надеемся, никаких эксцессов не будет, связанных с подготовкой к проведению выборов. Полную версию пресс-конференции вы сможете посмотреть сразу после выпуска новостей. Ежегодно 21 марта мировое сообщество отмечает Всемирный день поэзии. Абхазские писатели отметили этот день в Доме-музея народного писателя Абхазии Баграта Шингба в селе Чилоу Чимчирского района в год его столетнего юбилея. В мероприятии приняли участие представители общественности, Ассоциации писателей Абхазии, Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, студенты и преподаватели Абхазского государственного университета, а также учащиеся местной средней школы, носящей имя народного писателя Абхазии. Международный день поэзии мир стал отмечать не так давно, с 2000 года. Его главная цель – вдохнуть вторую жизнь в мировое поэтическое движение, подчеркнуть величайшее значение, которое играет литература в культурной жизни современного общества. В нашей стране этот международный праздник писатели отметили с особым трепетом. Ведь День поэзии отмечали в Доме-музея великого Баграта Шингба в селе Чилоу. Выступившие на встрече прочли лучшие строки из ранних сочинений абхазского писателя, столетний юбилей которого в этом году отмечает вся Абхазия. Ажа ныҟамашәан ҵароуп, ажа иӡышуа изыҳәан ӡыхьуп, иҵауло мшын ихсыӷьуп, уарла ҳәыртәеиԥш иара ҷыхьуп, иара гәыхьуп, иара хыхьуп. Встреча длилась более 3 часов. Собравшиеся вспоминали Баграта Васильевича, его жизненный путь, говорили о его произведениях. Народную любовь и признание великий Шингба получил при жизни, которая была очень сложна. Каждая строка его произведений, его стихов пронизана любовью к родине, ради которой он творил всю свою жизнь. Нисфаршба, Даур Инапшба, Алексея Гухава. Абхазское телевидение. Всемирный день поэзии отметили его в Чимчире. Там, в Центральной библиотеке, был организован литературный вечер с участием известных и начинающих поэтов. К этому мероприятию сотрудники Ачимчирской центральной библиотеки подготовились основательно. Обойти стороной эту знаменательную дату, которую празднует весь мир, было никак нельзя. Литературное мероприятие назвали «Давайте встретимся, друзья, и вместе отдохнем». За одним столом известные поэты и начинающие свой путь в творчестве молодые люди читали собственные стихотворения. И мы надеемся, что этот вечер в чем нам поможет? Зачем мы это организовали? Чтобы побольше привлечь в число читателей наших жителей города Ачимчира. Потому что это не секрет, что сегодня чтение книг уходит на спад. Мы надеемся, что сегодняшнее наше мероприятие вызовет больший интерес к читателям и больший интерес к книгам.
Александр Володин – член клуба чтецов при библиотеке. Родом он из Санкт-Петербурга. Выйдя на пенсию, приехал в Абхазию, так как уверен, что лучшего места на земле для поэтов не существует. Он посвятил немало своих произведений Абхазии и на сегодняшний вечер пришел не с пустыми руками. Организаторам удалось провести настоящий вечер поэзии, творчества и искусства. Программа мероприятия была весьма насыщена. Здесь звучали не только стихи, но и песни. Гости танцевали, участвовали в конкурсах, выигрывали призы. Это была площадка, на которой каждый мог поделиться своим творчеством. Нис Фаршба, Милана Жиба, Тимур Гогохи. Абхазское телевидение. Энтузиастами создается инициативная группа по строительству мемориального комплекса, посвященного павшим летчикам в 2 войнах – в Великой Отечественной и Отечественной войне народа Абхазии. Мемориал будет возведен в Гудаутском районе по Гагарскому шоссе на месте бывшего аэродрома ВВС Абхазии. Члены инициативной группы обращаются к жителям Абхазии с просьбой помочь в составлении списков погибших летчиков и обращаться по телефону 998 42 05. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ждается переменная облачность. Утром местами возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 4-6, днем 10-12 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.